Вспыхнувшие после выборов члены Компартии и ее лидер Геннадий Зюганов вновь решительно приступили к активной деятельности в Госдуме, огласив на первой же пресс-конференции заявление ЦК КПРФ, в котором поставили под сомнение юридический статус документов, подписанных в Хасавюрте Александром Лебедем. В соглашениях, по их мнению, отсутствуют ссылки на Конституцию Российской Федерации, закрепленный в ее основной части принцип территориальной целостности России. Не говоря уже о том, что подписанные секретарем Совета Безопасности соглашения, по мнению коммунистов, не могут обеспечить комплексного решения кризиса в Чеченской Республике. Геннадий Зюганов потребовал оценки действий федеральных властей, а в связи с этим срочного созыва Совета Федерации, который не должен, считает он, оставаться в стороне от решения важнейшего вопроса целостности России. Руководство Компартии заявило также, что не удовлетворено тем, что от участия в переговорном процессе демонстративно, по их словам, отстранены избранные народом руководители Чеченской Республики. А сегодня ситуация развивается, на мой взгляд, довольно драматично. С одной стороны, учтены интересы двух противоборствующих сторон, но максимально игнорируется третий. Начинаются массовые преследования. За сотни милиционеров отстреляны, депутаты некоторые погибли, начинается сведение счетов. А это неизбежно приведет к тому, что другая сторона начнет вооружаться, начнет принимать меры по своей безопасности и приведет к еще большему осложнению. Досталось на сегодняшней пресс-конференции американцам. Действия Вашингтона, направленные на Ирак, лидер коммунистов охарактеризовал не только как обычный уголовный, но и как государственный терроризм. С точки зрения чисто экономической, только Ирак немножко стал на ноги, он нам должен, по-моему, около 7 миллиардов долларов, и в состоянии был возвращать эти долги, как снова предпринимается акция, которая очень больно бьет и по нашим экономическим интересам, не говоря уже о политическом. Ирина Зайцева, Владимир Авдеев, телекомпания НТВ. Теперь о событиях в Чечне. Сегодня там убит в перестрелке военнослужащий федеральных сил. По данным ТАРТАСС, еще 4 погибли, подорвавшись на минах. Как нам стало известно, завтра в Чечню отправится секретарь Совета Безопасности Александр Лебедь, который намерен встретиться с руководством вооруженной оппозиции. Лебедь продолжает реализацию своего плана. В Чечне продолжает сохраняться в целом стабильная обстановка, установившаяся после подписания соглашения Лебедя-Масхадова. Однако до полного мира, похоже, еще далеко. Сегодня пришли сообщения, согласно которым за минувшие сутки подразделения частей внутренних войск обстреливались 4 раза. А нынешней ночью в чеченской столице в результате перестрелки на военном посту у Грозненского телецентра погиб 1 военнослужащий и 1 был ранен. Тем временем в Грозном специальные похоронные команды продолжают поиски тел погибших в результате августовского штурма чеченской столицы. За прошедший день из города было эвакуировано 10 тел погибших. При этом, как полагают в командовании федеральных сил, в Грозном остается еще множество ненайденных захоронений, поскольку, по уточненным данным, в ходе боевых действий в августе погибло 520 российских военнослужащих. Дальнейшая задержка с их поиском, как считают специалисты, может существенно осложнить эпидемиологическую обстановку в городе. Жители Чечни, тем не менее, не теряют надежды на установление прочного мира. Сегодня в селении Новой Атаки, где 22 августа было подписано соглашение о прекращении огня, открылся госпиталь Международного комитета Красного Креста. Госпиталь из Норвегии, оснащенный современным оборудованием, пока способен принять на стационарное лечение 50 больных, а к концу сентября и до 250 человек. Как сообщает ТАРТАСС, в первый же день в лечебницу обратилось 5 чеченцев с огнестрельными ранениями и еще 20 человек с заболеваниями общего характера. В республике оживился и политический процесс. Сегодня там же в Новых Атагах на встрече представителей чеченских партий и движений обсуждались вопросы создания оргкомитета по выборам в Чечне. Встреча проходила при участии руководителя миссии ОБСЕ в республике Тима Гульдемана. Тем временем, по сообщениям агентства «Интерфакс», сепаратисты продолжают создание своих административных структур. Как утверждают представители штаба федеральных сил, в некоторых населенных пунктах сепаратисты сместили представителей правительства Завгаева и назначили своих. В самом Грозном силами оппозиции проводятся работы по восстановлению телефонной связи, подаче электричества, газа и воды. Алим Юсупов, НТВ.